Пожалуйста, прошу вас. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Заседание, как-то вас совсем уже далеко там отодвинули. Заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив проходит, как мы понимаем, в достаточно ответственный момент. Как вы знаете, определены национальные цели развития на долгосрочную перспективу. Для их достижения формируются и готовятся к запуску новые национальные проекты и программы. Хочу еще раз подчеркнуть, чтобы осуществить намеченные планы, успешно ответить на внешние вызовы, нужны слаженные действия всех уровней власти. И, безусловно, участие всего общества, вклад в развитие страны практически каждого гражданина. Подчеркну, мы безусловно, решим самые амбициозные задачи, обеспечим рост экономики, а значит и благополучие российских семей, если будем и дальше расширять возможности для наших научных и производственных коллективов, для инженерных, предпринимательских, творческих команд, для волонтеров и представителей некоммерческих организаций, некоммерческого сектора. И здесь особо отмечу, именно в поддержке перспективных общественных, деловых, научно-технологических инициатив, в содействии гармоничному развитию регионов всегда состояла главная миссия агентства. Так мы ее с вами сформулировали еще 13 лет назад, в мае 2011 года. За это время число ваших единомышленников, участников ваших программ по всей стране превысило солидную цифру – 10 миллионов человек. Важно, что по всем направлениям своей деятельности ОСИ тесно, предметно взаимодействует с органами власти регионов, с предпринимательским сообществом и институтами развития. В этой связи хотел бы поблагодарить ВЭБ России, Игорь Иванович, вас и ваших коллег, и ваших предшественников на этом месте за позитивный вклад в работу экспертного совета агентства, за формирование механизмов отбора и реализации общественных проектов в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». На этой площадке инициативы граждан, бизнеса, некоммерческого сектора становятся частью государственной повестки. Так, по итогам февральского форума многие конкретные предложения вошли в послание Федеральному собранию, за что хочу вас поблагодарить. В стратегическую программу действий, которая получила поддержку практически всего народа. Считаю, что лидеры проектов, имеющих высокую значимость, ценность для страны, для общества, достойны особого поощрения. И поэтому есть предложение ежегодно вручать им специальную премию агентства. Я просил бы вас продумать, как это сделать в максимально торжественной обстановке, так, чтобы привлекать к этому внимание общества и чтобы это находило соответствующую реакцию. При этом уверен, что главная награда, мощный вдохновляющий стимул для активных, деятельных людей – это реальное участие в развитии России, наших регионов, городов, поселков. Поэтому гражданские, предпринимательские инициативы, поддержанные агентством, должны обязательно находить свое отражение в национальных проектах. Во всяком случае, к этому точно совершенно нужно стремиться. Также прошу правительство, министерство и ведомство синхронизировать усилия, действовать в тесной связке, в партнерстве с агентством по всем важнейшим направлениям его деятельности. Это касается подготовки кадров, экологического благополучия, вопросов улучшения бизнес-климата, о которых мы сегодня, конечно, надеюсь, об этом поговорим. И, конечно, социальные сферы, где у агентства есть весомые наработки, в том числе в рамках национальной социальной инициативы. Агентство помогает субъектам федерации сформировать региональные планы повышения рождаемости. Исходя из реальных жизненных ситуаций, формирует меры поддержки многодетных семей. Дальше. Крайне важны солидарные шаги в вопросах технологического развития. Опыт агентства здесь также востребован. Тем более, что первый национальный проект технологического суверенитета по беспилотным авиационным системам был сформирован и запущен во многом благодаря вкладу частных компаний, университетских команд в рамках национальной технологической инициативы.
Считаю правильным привлечь участников НТИ к разработке всех нацпроектов технологического суверенитета. В обязательном порядке учитывать мнение новаторов, предпринимателей при формировании планов развития передовых отраслей, механизмов опережающей подготовки кадров и содействия технологическому бизнесу. И, конечно, нужно идти по пути развития кооперации с дружественными государствами, с теми, кто хочет с нами работать. Вместе создавать продукты, инновации, которые нужны гражданам, экономике наших стран. Вот только что на выставке коллеги подробно рассказывали наши предложения по всем этим вопросам и справедливо говорили о том, что многие отечественные компании уже являются лидерами по целому ряду передовых направлений, готовы сами формировать технологические и производственные цепочки. В текущем году, как вы знаете, в рамках председательства России в БРИКС обязательно обсудим предложения агентства по этим темам. Обсудим с нашими партнерами. Перед подготовкой самого саммита у нас же по разным каналам идут контакты с коллегами, и эти вопросы в том или ином формате всегда можно обсуждать и поднимать для обсуждения. Выработаем здесь совместный план действия на перспективу. В целом, прошу агентство активнее развивать международные партнерства, направления своей деятельности, участвовать в продвижении в мире лучших российских практик, брендов, проектов. И я думаю, что вы сами это понимаете. Чем эффективнее мы будем, тем труднее будет нашим недоброжелателям что-то и в чем-то нас ограничивать. Наоборот, вот если эффективные решения будут предлагаться, их будут брать, несмотря ни на какие ограничения, 100%. Рынок все выстроит. А вот за рынок, конечно, надо бороться. При этом, конечно, вопросы нашей внутренней повестки, участие в реализации национальных проектов должны оставаться в центре безусловного внимания оси. Именно в этой логике, с учетом положения указа о национальных целях развития, прошу разработать и утвердить обновленную стратегию своей деятельности. Сейчас тоже вот об этом говорили, Светлана Витальевна рассказывала. Я думаю, она сейчас и некоторые вещи повторит и детализирует. В этом документе должны быть определены цели, задачи, ключевые инструменты работы оси в горизонте будущего десятилетия. Отдельно хотел бы сказать о работе оси по улучшению условий ведения бизнеса. Мы с вами немало сделали в рамках национальной предпринимательской инициативы. Точнее сказать, вы немало сделали, и хорошо это на самом деле получилось. Запустили национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах федерации. Будем постоянно идти вперед, наращивать усилия, потому что частная инициатива, предпринимательский талант, а дальше, конечно, призваны быть мотором экономики и развития страны в целом. Конечно, хотел бы услышать, как продвигается ваша совместная работа с ведущими деловыми объединениями национальной модели, по созданию национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Речь здесь идет о системе ориентиров комфортной деловой среды, к которым должны присоединиться все уровни власти, от муниципалитетов до федеральных министерств и ведомств. Еще одна важная тема, которую я предлагаю сегодня обсудить, это стандарт общественного капитала бизнеса. Мы с самого начала договорились, что здесь не будет излишней бюрократии, формальной отчетности, а напротив, считаю это принципиально важным, должна быть создана именно система реально работающих стимулов, инструментов поддержки для компаний, которые вносят действенный вклад в укрепление технологического и индустриального суверенитета. Создают новые рабочие места, заботятся о сотрудниках, реализуют социальные и экологические программы, поддерживают участников специальной военной операции. Благоустраивают, а порой и возводят новые современные города и населенные пункты. Я знаю, что у вас такие примеры есть. Если посчитаете возможно, было бы хорошо их представить. Что хотел бы отметить в заключение. У всех наших планов экономических, технологических и тем более социальных есть важнейшее измерение и важнейшие критерии оценки всей нашей работы – это благополучие людей. Думаю, будет правильно, если интегральным механизмом оценки действий правительств, регионов по реализации национальных
целей будет служить национальный рейтинг качества жизни в субъектах федерации, который ежегодно формирует агентство. По сути, он затрагивает все ключевые направления: поддержку семей, образование, здравоохранение, экологическое благополучие, формирование среды для жизни в наших регионах. И предлагаю сегодня заслушать результаты рейтинга за 2023 год. По традиции я прошу отдельно обратить внимание на субъекты федерации, которые показали высокую положительную динамику, стремятся создавать и расширять возможности для самореализации граждан. Ну, вот у нас традиционно лидерами рейтинга являются Москва, Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан. Вот. А вот что касается динамики роста, я вот уже сказал об этом, это Кемеровская область, Волгоградская область, Северная Осетия, Алания, Приморский край, Рязанская область. Вот это радует, потому что в этих регионах есть чем заниматься. И если они показывают вот такой темп хороший, то это вселяет уверенность в том, что дальше развитие пойдет по нужному пути и будет достигать тех целей, которые мы перед собой ставим. Ну, давайте начнем. Пожалуйста, Светлана Витальевна, прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, члены наблюдательного совета. Владимир Владимирович, я хотела бы, прежде чем начать свой доклад об итогах 2023 года и планах на 2024, поблагодарить вас лично, каждого здесь сидящих членов наблюдательного совета, потому что вот за 13 лет работы Агентства стратегических инициатив вот все, что получилось, это благодаря вашей личной поддержке и благодаря личной вовлеченности каждого из присутствующих. Потому что вот возьми любой проект, он у нас реализуется вот в партнерстве с руководителями организаций, которые представляют наши члены наблюдательного совета. И поэтому я тоже в рамках своих выступлений буду еще не раз благодарить коллег, потому что очень много сделано. Владимир Владимирович, вы отметили вклад граждан, активных, деятельных, которые приходили к нам на форум «Сильные идеи», предлагали свои идеи, проекты, инициативы. И я тоже считаю, что очень важно иметь вот какой-то формат, премию, вы не сказали, чтобы ежегодно представлять людей, каждого человека с результатами деятельности, как от идеи, уже рождается проект, и как этот проект влияет на жизнь людей, на жизнь города и региона. У нас есть такой формат, Владимир Владимирович, «Страну меняют люди», когда мы как раз в своих медиа, благодаря партнерству с федеральными телеканалами, их ресурсами, тоже рассказываем об таких творческих людях, как в социальной сфере, в сфере предпринимательства, и как их проекты влияют на развитие нашей страны. Поэтому будем рады дать предложение по организации такой премии на ежегодной основе. Владимир Владимирович, я на выставке представила модель работы агентства до 2030 года. И еще раз хочу отметить, что, безусловно, для нас важно оставаться вот такой площадкой, на которую любой человек может прийти и предложить идею или проект. И очень важно, что благодаря механизму работы агентства, а это и благодаря нашему экспертному совету во главе Игоря Ивановича Шувалова, нам удается каждую идею действительно провести через такой акселератор, через экспертное видение, и как любую идею можно превратить еще раз в стратегическую инициативу или проект, важный для страны. И вы не представляете, как важно для людей, которые работают с агентством, которые слышат нас сегодня, потому что, знаете, многие там не верят, они говорят, ну как же, вот мы подаем там идеи свои, кому они нужны, там, вы их даже там и не прочитаете, и не увидите, или у вас там все уже подобранные, специально отобранные идеи. И как важно видеть действительно вот эту реакцию людей, которые имеют возможность общаться с вами, когда они видят поддержку вашу личную, их инициатив. А самое главное, знаете, через какое-то время они это слышат в ваших уже конкретных поручениях или в обращении в послании Федеральному собранию. Вот это очень дорого, и я думаю, что у нас очень много
людей неравнодушных в нашей стране, которые готовы работать здесь вот и на реализацию национальных целей и задач, важных для нашей страны и для наших жителей. Я бы хотела несколько слов сказать по каждому из направлений, Владимир Владимирович, и потом рассказать о новых проектах, которые вы тоже обозначили, по которым были даны соответствующие поручения. В социальной сфере мы реализуем национальную социальную инициативу. Это проект, который связан с постоянным мониторингом и улучшением социальных услуг и сервисов для наших граждан и жителей. И вы тогда поддержали подход, который мы предложили, это работать через жизненные ситуации, с которыми сталкиваются люди. Мы отобрали 50 приоритетных жизненных ситуаций, самых массовых, самых часто встречающихся, с которыми встречаются люди. Это и рождение ребенка, поиск работы, потеря здоровья, выход на пенсию. И когда для нас важен не количество справок или количество услуг, которые человек получает, а для нас является важным действительно результат для человека, решение конкретной его жизненной ситуации. И вы знаете, вот по такому принципу сегодня организована работа во всех субъектах Российской Федерации. У нас все регионы реализуют национальную социальную инициативу, и у нас внедряются принципы человекоцентричности и ценностно-ориентированного подхода, когда действительно для нас является результатом решения проблем, вопросов, с которыми человек обращается. В результате этой работы в регионах открываются новая инфраструктура, как центры дневного пребывания для детей с инвалидностью. Это многофункциональные центры для многодетных семей, где быстро, удобно можно получить все государственные услуги в режиме одного окна. Открываются дружелюбные организации, такие как дружелюбные школы, дружелюбные поликлиники, больницы. Появляются в регионах социальные координаторы, которые сопровождают человека на всех этапах его пути при получении той или иной услуги в государственных организациях. Мы в прошлый раз представляли вам и членам наблюдательного совета региональный социальный стандарт как такой сборник лучших решений, лучших эффективных практик. И хочу сказать, что уже сегодня 75 регионов внедряют этот социальный стандарт. Полностью он реализован в Ханты-Мансийском автономном округе, в Хабаровском крае. В 34 регионах сегодня созданы советы по качеству жизни под руководством глав субъектов. И очень важно, Владимир Владимирович, что в эти советы вошли жители регионов, представители социальных некоммерческих организаций, волонтеры, бизнес, где совместно как раз решаются вопросы развития социальной сферы и поддержка приоритетных социальных проектов. В год семьи агентство ведет отбор и оказывает поддержку проектам и практикам, направленным на сохранение и продвижение традиционных семейных ценностей в обществе, повышение рождаемости, поддержку многодетных семей. Мы тоже подбираем лучшие эффективные решения регионов и выкладываем их на платформу Смартека для того, чтобы этот опыт был востребован и в других субъектах Российской Федерации. Я хотела бы сказать, что тоже у нас активно ведется работа с регионами, вы это отметили, по донастройке региональных планов по повышению рождаемости и поддержке многодетных семей. Вот такие сессии у нас прошли в Хабаровском крае, Приморском крае, Липецкой области, Калининградской области. И с регионами мы внедряем принцип прогрессивной поддержки многодетных семей. Чем больше семья, тем больше поддержка. Я хотела бы здесь отметить такой очень интересный и хороший опыт Центрального федерального округа. Лично за эту работу взялся полномочный представитель президента Российской Федерации в ЦФО Щеголев Игорь Олегович, потому что изначально, еще до принятия указа о статусе многодетных семей, Владимир Владимирович, в каждом регионе все по-разному трактовали. А бывало, что и в одном регионе относительно, не знаю, транспортных налогов, значит, одна категоризация, а в части налоговой системы другая. И вот Игорь Олегович первый начал организацию здесь приведения в порядок общих стандартов и подходов к статусу многодетным в регионах ЦФО. Это было реализовано
реализовано. Сейчас также в регионах Центрального федерального округа все демографические меры, направленные как раз на повышение рождаемости, они исходят из принципа прогрессивной шкалы и мер поддержки, когда материнский капитал дается не только за третьего ребенка, но и последующих рожденных детей. И тоже, что очень важно, убрали критерий нуждаемости, Владимир Владимирович. То есть это не социальная мера поддержки, либо профилактика бедности, да, там, семьи, а это именно демографическая мера. И здесь мы не дискредитируем, не дискриминируем, да, женщину по ее достатку. Она родила ребенка, она приняла решение о рождении еще одного ребенка. И здесь региональные органы власти поддерживают это рождение. Причем не только финансовыми инструментами, но и организационными, ну и в том числе связанные с улучшением жилищных условий. Вы знаете, такой вопрос, все, что касается демографии, мы неоднократно тоже обсуждали это и с правительством Российской Федерации, с Максимом Станиславовичем Орешкиным, встречались и с экспертами. Такая комплексная задача, которая не под силу конкретному ведомству или министерству. И очень хотелось бы, чтобы вот та цель ключевая, да, которая тоже в майских указах вами транслировано, это повышение рождаемости, повышение коэффициента рождаемости в нашей стране к 2030 году. Чтобы этот KPI был для каждого министра, для каждого губернатора, для каждого руководителя организации. Потому что только вот за счет такой комплексного подхода мы действительно можем обеспечить условия, поддержку семьи, поддержку женщины, которая находится в принятии решения репродуктивного. И мы видим уже лучшие, опять же, такие практики корпоративные существуют. Опять же, возвращаясь к опыту Центрального федерального округа, Игорь Олегович Щеголев там, с коллегами разработали корпоративный демографический стандарт. Вот группа компаний «Дело», транспортная компания крупная, которая сегодня поощряет сотрудников своей компании, где рождается плюс один ребенок и вот как бы, да, последующие, и финансовыми, и нефинансовыми мерами поддержки. Мы хотим, чтобы эта практика уже была такой национальной, страновой, чтобы больше компаний присоединялись к решению как бы, этой задачи, поддерживали женщину, семью в решении рождения одного ребенка и последующего. Совместно с Минздравом также, Владимир Владимирович, продолжаем реализацию программы мотивационного анкетирования и поддержки беременных женщин в ситуации репродуктивного вывода и подготовим соответствующий аналитический доклад. Участвуем в разработке стратегии семейной и демографической политики Российской Федерации до 2030 года. Надеемся, тоже здесь наши предложения будут поддержаны правительством. В части развития регионов вы уже отметили такие инструменты, как инвестиционный рейтинг, который действительно помогает создать основы, фундамент работы с инвесторами, создания благоприятного условия для бизнеса. Эту работу активно ведем с деловыми объединениями. Я хотела бы отметить особенно вклад Алексея Репика, «Деловой России», потому что инвестиционный стандарт сегодня, по сути, на их плечах и при их поддержке реализуется в регионах страны, и как раз «Деловая Россия» обеспечивает объективный мониторинг тех решений, которые регионы реализуют. А это инвестиционная декларация, это инвестиционная карта, это те меры поддержки, которые регионы сегодня представляют инвесторам в зависимости от объема их инвестиций. И хочу сказать, что как результат у нас 57 регионов улучшили свои результаты в инвестиционном рейтинге, и 83 показателя рейтинга показали положительную динамику. Еще одно важное направление развития экономики регионов, и это тоже отражено в национальной цели, это креативная экономика. Здесь работаем по вашему поручению тоже с правительством Российской Федерации. Совместно с депутатами Госдумы, с Министерством экономического развития подготовлен закон о развитии креативных индустрий, креативной экономики. Он прошел уже первое чтение. Мы надеемся, что вот в ближайшее заседание Думы уже будет принято во втором чтении.
Также агентство в прошлом году вошло в состав учредителей универсального университета. Это первого частного университета по подготовке кадров для креативной экономики. Ему уже 20 лет. Сегодня готовим по 20 направлениям креативных индустрий. Я хотела бы поблагодарить Германа Оскаровича Грефа, который согласился возглавить наблюдательный совет университета. И сегодня вместе со Сбербанком как раз готовим стратегию развития университета и, по сути, роль университета тоже в решении задачи и по подготовке кадров, и увеличению доли креативной экономики в ВВП нашей страны. Вместе с Министерством экономического развития помогаем регионам разрабатывать их региональные планы по климатической адаптации. В прошлом году 34 региона разработали такие комплексные планы. В этом году мы собираемся сформировать уже целевые рекомендации по адаптации ключевых отраслей и критической инфраструктуры в таких направлениях, как сельское и лесное хозяйство, энергетика, промышленная и транспортная, а также социальная инфраструктура. На выставке вам тоже показывала наши разработки по стратегии Приазовья, которую мы подготовили в рамках вашего поручения совместно с ВПРФ и под руководством Максима Станиславовича Орешкина. Здесь тоже, Владимир Владимирович, просим, чтобы стратегия была принята правительством Российской Федерации, а самое главное, была интегрирована в стратегию территориального планирования, а также стратегические документы территориального планирования и в отраслевые стратегии. Важно, чтобы этот документ стал рабочим и действительно принес те эффекты, которые сегодня есть. Уникальные возможности. Азовское море, внутреннее море страны и действительно очень огромный потенциал сегодня для этого макрорегиона. В прошлом году, в этом году провели региональные выездные сессии вместе с Максимом Станиславовичем Орешкиным, Игорем Ивановичем Шуваловым. Были в Калининградской области, Липецкой области, Приморском крае, Хабаровском крае, где проводили встречи с лидерами проектов, с бизнесом, обсуждали как раз перспективные планы, перспективные проекты для развития регионов и для развития страны. И часть из этих предложений также были представлены вам и для формирования национальных указов. Ключевое направление агентства – это, безусловно, развитие и поддержка предпринимательства. И в прошлом году впервые агентство запустило конкурс региональных брендов, поддержки отечественных, российских брендов. Мы представляли вам и в прошлом году, и в этом году финалистов этого конкурса. Видим огромный потенциал и огромный рост. В прошлом году было 5500 участников, в этом в 2 раза больше. А самое главное – результаты. Вот по итогам проведения конкурса и поддержки партнеров выручка наших компаний выросла от 50 до 200%. Компании выходят на новые рынки, компании выходят на наши цифровые торговые площадки, на экспорт, компании выходят на торговые полки магазинов, становятся доступными для потребителя, о них узнает российский потребитель. И самое главное, качество нашей российской продукции не подводит по широкому спектру от продуктов питания до высоких технологий. Здесь действительно есть чем гордиться, есть лидеры в этих направлениях. Интерес к открытию собственного бизнеса все больше проявляет молодежь, и тоже в этом году провели совместно с корпорацией МСП федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай наше». Участники были до 24 лет. Ребята предлагали свои уже проекты, свои бизнес-планы. Победителей отобрали в этом году недавно, и победители получили гранты от Фонда молодежных инициатив Алексея Репика, а также возможность пройти нашу вместе с корпорацией МСП акселерационную программу. Надеемся, ребята сделают свой первый шаг в предпринимательстве, и даже если что-то не получится, но для них это будет серьезный опыт, это даст основу для следующего проекта. Вместе с бизнесом развиваем туристическую отрасль. Это направление промышленного туризма. Здесь спасибо поддержке Дениса Мантурова. У нас сегодня более 1000 предприятий открыли свои двери и представили свои новые экскурсионные маршруты. Развиваем законодательство в области национальных троп вместе с Министерством экономики. Максим Геннадьевич здесь нам очень помогает, и также командой ВЭБа.
Вы сегодня отмечали, Владимир Владимирович, международное сотрудничество и потенциал международного сотрудничества. Здесь со странами ЕАЭС, с подобными организациями, как мы, создали консорциум развития. Видим основные задачи как раз вот в общей повестке – это улучшение инвестиционного климата регионов стран ЕАЭС, повышение качества жизни через формирование совместных стандартов, региональных рейтингов и лучших практик. В прошлом году провели первый конкурс «Международная зеленая Евразия» по климатическим как раз проектам и в сфере экологии. Также проводим конкурс передовых решений практик стран БРИКС. В этом году также он будет проведен. У нас ежегодно там, порядка 300 заявок со всех стран, и выбираем лучшие решения, которые потом могут быть тиражированы, использованы как на площадке БРИКС, так и ЕАЭС. И тоже сегодня обсуждали вместе с Максимом Станиславовичем Орешкиным, ездили в делегации в Узбекистан, встречались с президентом Узбекистана, представляли тоже проекты агентства стратегических инициатив, и была достигнута договоренность и подписано уже соглашение о реализации проекта в сфере беспилотия, развития беспилотных авиационных систем, о тоже запуске форума «Сильные идеи для нового времени» в Узбекистане, поддержки креативных индустрий и развития инклюзивного образования и создания инклюзивной среды для людей с инвалидностью, тоже на основе тех практик и решений, которые реализованы в нашей стране. Мы надеемся, что такой тоже опыт будет транслироваться на страны дружественные нам и открытые для сотрудничества. Владимир Владимирович, в части итогов и заделов на 2024 год все. Я, если позволите, тогда перейду к проектам по повестке. Я хотела бы представить результаты рейтинга качества жизни регионов, который мы проводим уже и рассчитываем третий год. Он действительно помогает нам ежегодно представлять максимально объективную картину по направлениям качества среды для жизни. Это вопросы, связанные с жильем, инфраструктурой, безопасностью, здравоохранением, образованием, социальной защитой, экологией. Каждое из направлений измеряется при помощи опросов граждан. В прошлом году мы опросили 463 тысячи человек по всей стране. Также используются данные статистики и данные геоаналитики. Эту работу ведем вместе с комиссией Госсовета государственного и муниципального управления под председательством Сергея Семеновича Собянина, а также помогает нам с опросами компания «Оно Диалог». При анализе рейтинга мы, безусловно, смотрим, какие регионы демонстрируют наилучшие показатели по каждому из направлений, формируем здесь, изучаем опыт и формируем набор лучших практик, который доступен для регионов. Я хотела бы отметить, что в 2023 году фиксирует положительную тенденцию в целом по стране такие направления, как образование. В целом на 17,5% выросла удовлетворенность процессом записи ребенка в детский сад, на 11% выросла удовлетворенность записью в школу, почти на 20% в кружки и секции. В части направления жилье и инфраструктуру и удовлетворенность жилищными условиями по стране выросла на 5,5%. А удовлетворенность наличием и оснащенностью парковых зон почти на 8%. А в медицинской сфере улучшение по большинству объективных показателей, что отразилось на росте удовлетворенности населения. Здесь в среднем показатель в разрезе медицинского обслуживания вырос на 24%. А там вопросы задаются, Владимир Владимирович, сколько вам понадобилось времени для записи к терапевту, для записи к узкому специалисту, сколько ждете вызова скорой помощи, удовлетворены ли вы, опять же, полученной медицинской помощью там, в поликлинике или в стационаре при обращении.
И хочу сказать, что, вот, например, в Новгородской области в прошлом году были созданы вежливые регистратуры. К работе в больницах и поликлиниках региона были привлечены работники МФЦ, которые встречают и сопровождают пациентов при входе в медицинское учреждение. Тем самым непрофильной работой не занимаются медицинские специалисты. И хочу сказать, что удовлетворенность получением амбулаторной медицинской помощи в регионе выросла на 46,5%, а стационарная на 17,5%. Изначально это практика Москвы, которую также активно используют другие регионы. А что касается социальной защиты в нашей стране, удовлетворенность получением социальных услуг составляет 80%, рост на 20%, а уровень информированности населения о социальном обслуживании также вырос почти на 20%. И хотела бы сказать о показателе таком, как инклюзивность и равенство, это отношение общества к людям с инвалидностью, к детям с инвалидностью. То есть здесь мы тоже фиксируем рост уровня благожелательности общества по отношению к людям с инвалидностью, а также повышается доступность услуг и сервисов для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Общественный транспорт также выросла, оценка качества общественного транспорта в среднем по стране и удовлетворенность поездками в другой населенный пункт. Вот, например, в Москве функционирует билетная система на все виды городского и пригородного железнодорожного транспорта, которая серьезно сегодня упростила ежедневные поездки. Эта система внедрена сегодня в Московской области, еще плюс в 25 регионах нашей страны, в том числе в Луганске и Донецке. Это регионы, где проживает больше 40 миллионов человек. На экране были представлены, вы уже отметили, топ-5 лидеров рейтинга. Это Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан. А в этом году в десятку лидеров попали Московская область, Сахалинская и Нижегородская области. Вы отметили особенно, безусловно, регионы, которые показали положительную динамику и действительно достигают сегодня лучших результатов по стране. И считаем, что это очень важно, как раз рейтинг способствует вот такой здоровой конкуренции и обмену лучшими практиками. Владимир Владимирович, прошу принять к сведению результаты рейтинга, а также прошу здесь поддержать и поручить правительству Российской Федерации вместе с нами запустить образовательную программу для управленцев в социальной сфере на основе как раз результатов и практик реализации национальной социальной инициативы и рейтинга качества жизни. Отмечу, что такая программа показала себя эффективно. Мы запускали такую же программу для управленцев в части инвестиционной политики. И видим, что это работает и очень востребовано. По этому вопросу все. Двигаюсь дальше, да, Владимир Владимирович, комментарий. Хорошо. Коллеги, какие-то вопросы есть? Комментарии? Нет? Пожалуйста. Стандарт общественного капитала бизнеса, вы тоже отметили, давали соответствующее поручение агентству вместе с деловыми объединениями разработать стандарт, который бы отмечал вклад бизнеса, вклад предпринимателей в развитие нашей страны, в развитие регионов, городов, присутствие, поддержку и развитие вопросов, связанных с экологией, защитой окружающей среды, а также развитие своих сотрудников. Мы не изобретали велосипед здесь, хочу сказать, Владимир Владимирович, мы изучили и тоже лучший международный опыт, опять же, там программы по устойчивому развитию, посмотрели, какие системы мотивации тоже есть сегодня в регионах, в деловых объединениях, опять же, премия РСПП, на которой вы недавно награждали лидеров крупного бизнеса, которые вносят свой вклад в развитие страны. У нас мы изучили рекомендации Центрального банка по устойчивому развитию и по корпоративному управлению. Министерством экономического развития разработан стандарт устойчивого развития для бизнеса. Поэтому мы просто создали механику возможных мотиваций, стимулов и возможность компаниям присоединяться к реализации этих задач. Что такое стандарт сегодня? Стандарт сегодня – это 5 направлений, которые собраны в показатели, статистические показатели, либо наличие той или иной отчетности, принятой компаниями. Первое – это
домен или направление, связанное с реализацией и вкладом компании в реализацию национальных целей развития страны. Второе направление – это все, что компания делает для развития своих сотрудников и для своих сотрудников. Третье направление – это все, что компания делает в части развития регионов, городов, присутствия социальной политики, социальных проектов. Четвертое – это как стратегия бизнеса, стратегия компании соотносится, опять же, со стратегическими планами страны. И пятое направление – это как раз все, что компания делает для охраны окружающей среды и для вопросов, связанных с экологией. По каждому из этих направлений Министерством экономики определен перечень показателей отчетности компаний. И мы предлагаем в рамках стандарта общественного капитала, по сути, это заявительный характер, добровольный, то есть это не обязательно для бизнеса, не обязательно требования для предпринимателей. Компании, которые так формируют эту отчетность в рамках рекомендаций Центрального банка и Министерства экономического развития, просто могут подать эту же отчетность на платформу оператора, который является держателем этого стандарта, где эта отчетность проверяется, верифицируется, сколько, например, там, пунктов реализовано бизнесом в достижении там, тех или иных показателей. И дальше тоже задача оператора уже сформировать пул мер поддержки на региональном уровне, как административных, так и финансовых, и на федеральном уровне. То есть что общество, что государство готово сегодня в знак благодарности тоже отметить этот бизнес, сделать. Но это касается, например, не знаю, там, отношения в части проверок или госзакупок. Вот Москва уже в этом году тоже запустила такой свой реестр социально ответственного бизнеса, и мы эту работу тоже ведем с Москвой. И хочу сказать, что у нас здесь тоже полная синхронизация показателей, которые сегодня сформулированы в регионе. Во Владимирской области уже такая практика есть. Поэтому здесь, Владимир Владимирович, если поддержите такой подход, что касается оператора, здесь агентство стратегических инициатив совместно с правительством Москвы готово учредить такую некоммерческую организацию. Финансовые и организационные ресурсы здесь обеспечены правительством Москвы. То есть мы готовы уже в этом году развернуть работу этой платформы, и любой бизнес, в том числе и малый бизнес, потому что для него предопределен минимальный набор таких требований, может принять участие и реализовать этот стандарт. Надеемся, что это действительно станет такой общей практикой для нашего бизнеса, потому что, Владимир Владимирович, таких компаний очень много, вы знаете прекрасно тоже и отмечаете, очень многие помогают сегодня и участникам СВО, и регионам, и помогают и в части там, экологических вопросов. Вот, поэтому хотелось бы, чтобы таких компаний, мы такие компании знали, отмечали, и их становилось все больше. Спасибо, вот, готовы организовать эту работу в этом ключе. Следующий вопрос. Национальная модель целевых условий бизнеса. Вы на Питерском международном экономическом форуме в прошлом году сказали, что курс на открытость экономики является ключевым принципом. И действительно, этот принцип отражен сегодня в действиях правительства, в решениях, которые принимаются правительством. Кардинально упрощено регулирование внешней торговли. Вы отмечали вот недавно в Китае, как растет внешнеторговый оборот со странами дружественными, в том числе там, с Китаем. И, безусловно, это тоже помогает нам достигать национальной цели, которая обозначена вами. Это увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал, который должен составить не менее чем 60% по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата. Также вы отметили, что оценка инвестиционного климата должна происходить с учетом мирового опыта. То есть мы не должны просто сами себя вот как бы померить и успокоиться, да, какие мы хорошие, замечательные. А здесь важно иметь вот эти международные метрики, иметь доступ к лучшим мировым практикам, чтобы постоянно совершенствовать работу, законодательную базу и быть конкурентоспособными в рыночной экономике. Для нас одним из таких критериев оценки раньше был рейтинг Всемирного банка, и действительно здесь серьезно
серьезный прогресс имела наша страна. Это было отмечено в том числе международным сообществом. Россия стала лидером по динамике улучшений инвестиционного климата. Со 120 места Россия вошла в тридцатку, в топ-30, заняла 28 место. И у нас очень много улучшений в части, опять же, доступа, получения разрешений на строительство в разы сократилось. Сегодня регистрация прав собственности занимает менее 1 дня и вот как бы ряд других моментов. Сегодня у нас реализуется национальный инвестиционный рейтинг, инвестиционный стандарт, который позволяет здесь также регионам на основе лучших практик двигаться и развиваться. Какую мы хотим сегодня предложить модель, новую модель, в том числе на основе, опять же, лучшего международного опыта. Мы изучили, хочу сказать, что Всемирный банк прекратил рейтинг Doing Business, да, публиковать в 2020 году. Там были вопросы, да, там и в части методологии. Они в этом году запустят уже рейтинг по новой методологии. Мы изучили, Владимир Владимирович, и в том числе и новую методологию Всемирного банка, и другие международные рейтинги, которые оценивают сегодня инвестиционный климат стран. И предлагаем следующий подход для нашей страны. Он должен быть реализован в 4 этапа. Первое, мы, еще раз повторюсь, изучили методологии международных рейтингов, и мы сгруппировали 10 направлений, которые сегодня оцениваются в мире. Это регистрация предприятий, это получение недвижимости, подключение к инженерным сетям, трудовые отношения, финансовые услуги, международная торговля, налогообложение, разрешение споров, корпоративных споров, рыночная конкуренция и несостоятельность банкротства. Также каждое из этих направлений имеет соответствующий набор показателей. И каждая тема рассматривается в 3 аспектах. Это подготовленность законодательной базы, нормативы оказания государственных услуг, в том числе в цифре, и фактически временные финансовые затраты, которые предприниматель на каждом этапе, с которыми предприниматель на каждом этапе встречается. И вот в рамках подготовки нашей национальной модели предлагаем подход в 4 этапа. Первый – это провести комплексное исследование пилотных регионов по вот этой методологии из 10 направлений, да, там, по определенному набору показателей. Второй, после публикации международных рейтингов, это где-то будет осенью, сопоставить данные наших регионов с другими странами, посмотреть, как мы соотносимся, да, с другими странами по этим направлениям, по этим показателям, выделить лучшие значения по каждому из направлений. И третий, на основе уже лучших значений по каждому из направлений рейтинга сформировать целевые показатели для наших регионов и для нашей страны. Ну, по сути, это и будет целевая модель. А дальше как раз мы будем уже на основе вот и лучших практик и решений менять и федеральную законодательную базу, опять же, создавать лучшие условия для инвесторов, для бизнеса, и на уровне регионов. В том числе предполагаем, что это нам потом понадобится внести соответствующие корректировки в инвестиционный рейтинг регионов и в инвестиционный стандарт, чтобы обеспечить разворачивание этой работы. Хочу сказать, что первый этап мы уже реализовали, Владимир Владимирович. Мы провели такой пилотный расчет по 4 регионам. Это Москва, Республика Татарстан, Сахалинская и Нижегородская область. Первые результаты говорят о хороших позициях наших регионов по направлениям старта бизнеса, регистрации предприятий, получения недвижимости, подключения к инженерным сетям. Проблемные показатели по оценке бизнеса в направлении банкротства, если сравнивать, например, там данные 2021 года, 2022 международные, то мы были бы там где-то 118-е. А страны-лидеры по этому показателю Ирландия, Япония, Гонконг. Если у нас средняя процедура банкротства сегодня в среднем занимает 2 года, где-то и 5 лет и более, а затраты финансовые на ликвидацию составляют порядка 1 миллиона рублей, то тоже вот как бы в лучших примерах, да, практиках это 110-250 тысяч рублей. И хочу сказать, что вопросы банкротства – это в чистом виде федеральное законодательство. Я знаю, что Министерство экономического развития подготовило новый закон о банкротстве. Он сегодня в Думе на рассмотрении. Тоже просили бы здесь как-то форсировать эту работу, да, и чтобы этот закон был принят. Потому что мы посмотрели, там как раз отмечены вот все решения, которые позволят сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Прошу одобрить
подход, представленный к разработке национальной модели целевых условий бизнеса, и на его основе реализовать актуализацию планов мероприятий по изменению нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности, трансформации делового климата. Это механизм, который сегодня держатель этого механизма Министерства экономического развития. Это как раз все, что касается изменений федерального законодательства. На уровне регионов мы готовы будем вместе с деловыми объединениями внести соответствующие корректировки в методологию национального рейтинга и инвестиционного стандарта. Четвертый вопрос о создании условий для формирования новых городов как территории высокого качества жизни. Владимир Владимирович, есть разные подходы сегодня развития стран, вообще конкуренции городов. Действительно, сегодня такими точками роста становятся агломерации. Наша страна большая. Опять же, пандемия показала, что люди могут комфортно жить и в небольших городах. И те, кто уехали, многие остались в малых городах, обеспечив себе тот уровень сервиса, которым они могли бы пользоваться в городах. Мы изучили международный опыт и российский опыт вообще создания города с нуля, новых городов. Очень интересный опыт Владимирской области, Доброград. Знаю, Владимир Владимирович, вы были там. Мы описали этот опыт, по сути, в набор таких тоже решений, лучших практик. Белая книга, которая тоже представлена сегодня членом наблюдательного совета. Что нужно губернатору сделать, чтобы такой новый город появился у него, или что нужно инвестору сделать, чтобы реализовать такой проект. А самое главное, что житель или что семья получит, какие новые услуги и сервисы получит в этом новом городе. Но первое, это необходимо, конечно, определиться с концепцией города и его уникальным предложением. Определить тип города, технологический, либо это такой семейно ориентированный город, построить экономическую модель города, продумать всю необходимую инфраструктуру, продумать схему управления. И все эти шаги были реализованы в Доброграде. Мы уже видим экономический, а самое главное, такой социальный эффект от реализации этого проекта. И мы видим огромный интерес не только жителей нашей страны, из других регионов, которые туда переезжают, но и иностранцы. Владимир Владимирович, я знаю, что сегодня к нам подключен тоже лидер этого проекта, инвестор этого проекта Владимир Седов. Если будут вопросы, я думаю, что он тоже ответит и прокомментирует реализацию этого проекта. Прошу поддержать тот набор описанных практик и решений, который представлен в нашей белой книге, и учесть наши предложения при разработке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Спасибо большое. Все. Уважаемые коллеги, какие-то к Светлане Витальевне есть вопросы? Комментарии? Нет? Дмитрий Николаевич, пожалуйста. Да, уважаемые коллеги, предельно кратко. Реализация национально-технологической инициативы у нас сейчас переходит фактически в новую стадию. Создан большой действительно задел, более 7600 различных технологий. То есть у нас есть потенциал использования этих наработок, которые созданы для большого количества программ преобразования отраслей. От энергетики до медицины мы их активно будем развивать. Действительно, огромный интерес к нашим технологическим разработкам с других стран, поэтому мы для того, чтобы совместно с другими странами развивать технологический суверенитет, создали специальную методологию для этого. При активной помощи и обсуждении с экспертами из Росатома, Сбера, правительства Москвы, ТВ БРИКС, Министерства экономического развития нам очень помогло на финальном этапе. И с помощью ТПП мы хотим сейчас создать отдельную рабочую группу в рамках делового совета БРИКС, которая бы на уровне бизнесменов вот эту логику активно поддерживала. В части внутренних наших задач, что самого интересного у нас произошло за прошлый год, мы уже понимаем, что за технологический суверенитет надо платить, что он стоит денег. И когда мы смотрим на инвестиционные проекты, мы обычно меряем их двумя факторами в классике – риск и прибыль. И вот мы учимся сейчас мерить их не только риском и прибылью, но и вводить третий инвестиционный фактор, именно ведет этот проект к достижению технологического суверенитета или нет.
И тогда модели выглядят по-другому, и компании тоже выглядят по-другому. Но мы научились их не только поддерживать, но и создавать. И за последний год у нас создано несколько компаний, вот таких потенциальных национальных и международных чемпионов именно на новых рынках. Первая такая компания была создана на базе ГТЛК, это ОБАС, который такой самый крупный сегодня оператор беспилотников в стране, как мы шутим. Это вот беспилотный Аэрофлот, Дарнафлот иногда в качестве шутки мы его называем. Значит, а до конца года это уже больше 400 машин в эксплуатации. То есть это уже серьезные масштабы. И вот уже в июле мы всех приглашаем на Сахалине. У нас пройдут учения по их использованию. И мы будем считать экономику. То есть учиться летать, понимать, сколько дрон зарабатывает в каждом направлении, когда он помогает строить, когда он тушит пожары, когда он возит грузы. И у нас по каждому направлению вместе с ФЦБАС московским выйдут методические рекомендации для всех регионов. Чтобы мы уже научились здесь перевести это в коммерцию, научиться на этом действительно зарабатывать. Вторая такая компания по контролю неба создана на базе экосистемы Физтеха с самыми передовыми цифровыми разработками. А третья вот обсуждается с коллегами из Москвы, то есть мы их постепенно ставим на конвейер. Внутреннюю цель, которую мы обсуждаем, мы понимаем, что только государственного финансирования недостаточно. Мы бы хотели поставить себе цель, что до 30 года до 10 компаний такого типа вывести на IPO, привлечь частные деньги и начать выращивать такое следующее поколение технологических чемпионов. Ну, конечно, мы знаем, что для всего этого главный дефицит – это кадры. Нам нужно новое поколение инженеров, дефицит невероятный. Опять же, наш опыт показал, что мы научились по передовым рынкам такие программы создавать. Например, всего 3 года назад у нас в стране было всего 3 команды, которые создавали из молодежные, студенческие подводную робототехнику на международном уровне. То есть в соревнованиях больше 3 команд не было. Мы масштабировали эту практику, взяли лучших, создали систему соревнований. У нас сейчас более 35 команд и, соответственно, несколько сот талантливых молодых ребят, которые умеют создавать самые передовые в мире образцы. Мы уверенно говорим, что передовые, потому что они международные соревнования выигрывают до сих пор. Именно в подводной робототехнике. И для того, чтобы это продвигать, главная же проблема мотивации у ребят, они, конечно, с детства сидят в смартфонах. Мы понимаем, что это в каком-то смысле неизбежно, и мы придумали такую киберфизическую платформу Берлога. Что это такое? Это фантазийный мир, такие добродушные, но высокотехнологичные медведи, такое далекое будущее, похожее на Российскую империю, в которой не было революции. И ребенок может в этом мире выбрать себе роль. И в рамках этой роли он начинает играть в игры на смартфоне. Это тот уникальный случай, когда мы призываем всех родителей не запрещать смартфоны, а разрешать играть в эти игры на смартфоне, потому что они в процессе игры учатся программировать, учатся решать инженерные задачи, кооперироваться с другими ребятами. Дальше уже, приходя в школу, в кружки, они эти навыки развивают. И постепенно задачи все усложняются. И мы им предлагаем уже мечту. Дальше могут подключаться компании, ставить им свои цели, хантить их на этой платформе. По каждому мы видим его потенциал и предлагаем ему все более и более сложные, интересные задачи. То есть еще раз всех родителей приглашаем такие полезные игры на смартфоны детей устанавливать. Первые 2 уже размещены на платформе Ростор в России. И надеемся, что такая рода платформа станет принципиально новым видом образования для наших новых ребят, нового инженерного поколения. Спасибо. Спасибо большое. Так, пожалуйста, коллеги, в целом, какие комментарии по итогам работы за 2023 год и по планам на 2024? Можно? Да, конечно, прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, хочется отметить, что все бизнес-объединения активно участвуют в рейтинге и региональных органов исполнительной власти, и в новом стандарте общественного капитала бизнеса, и о национальной модели целевых условий. Здесь коллектив Светланы Витальевны в постоянном контакте. Мы предоставляем все бизнес-объединения экспертов в регионах. И это позволяет делать качественные продукты, потому что только обратная связь от бизнеса позволяет делать качественные продукты. Хотелось бы обратить внимание на новое предложение ОСЕ – создание условий для формирования новых городов.
действительно, многие бизнесмены, кто уже накопил капитал, они бы хотели построить город с нуля. Но там в чем тонкость? Там помимо того, что губернаторы поддерживают, мэры выделяют землю, там очень много федеральной регуляторики. И вот также вот будет выступать Доброград, он 12 лет только добивался статуса города. Ну, к примеру, речка протекает, там 20 метров уже нельзя ничего делать, даже мост строить внутри вот этого территории и так далее. Поэтому вот эта инициатива, агентство стратегических инициатив, создать некий мостик или стандарт, вот как мы делали по технологии подключения к электросетям и прочему, там же было много федеральной регуляторики. И вот это позволит тогда вот таким проектам, а они, между прочим, прибыльные, там прибыль будет, но она будет в конце. Годы вот согласования регуляторики это можно будет убрать благодаря подходам ОСИ. Поэтому вот просим вас обратить на это внимание. Мы, конечно, вот этот вот новый инициативу агентства стратегических инициатив поддерживаем. Спасибо. Так, пожалуйста, еще кто-то. Все? Закончилась дискуссия. Спасибо. Видимо, я съела все время. Хорошо, ладно. Но мне кажется, все согласятся с тем, что агентство стратегических инициатив за 10 лет своего существования и функционирования стало таким хорошим, серьезным, эффективным инструментом в экономической жизни страны. И выполняет эту свою роль достаточно успешно при поддержке, конечно, здесь присутствующих здесь на нашей встрече и тех коллег, которых сегодня и нет на нашем совещании. Я хочу поблагодарить и Светлану Витальевну, и Дмитрия Николаевича, вообще всех, кто занимается работой и развитием ОСИ, пожелать им успехов со своей стороны. Конечно, все буду делать для того, чтобы вас поддержать. Действительно, поддержка всех присутствующих важна. Но вот ОСИ такой мотор, который заводит весь этот механизм. И призываю вас и прошу вас его поддерживать и в дальнейшем. Все, спасибо большое. Успехов.